Здравствуйте, в эфире «Настоящее время». С вами из студии в Вашингтоне Наташа Мозговая. Сегодня в программе указ Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время будет оспорен в Верховном суде. Россия готова разместить в Калининграде ядерные ракеты. НАТО может увеличить свое присутствие в Европе на несколько тысяч человек. И скандал в США. Белокожая правозащитница 20 лет выдавала себя за афроамериканку. Начинаем с новостей из Праги. Сергей, пожалуйста. Спасибо, Наташа. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. В течение дня и минувшей ночи активные боевые действия на востоке Украины велись почти по всей линии разграничения. Со стороны вооруженных сил Украины есть погибшие, в том числе в результате боя, как заявляет губернатор Луганской области Геннадий Москаль, между украинскими военными и диверсионной группой боевиков непризнанных республик. Их дома разрушены и разграблены. Школы, магазины, больницы – все закрыто. Однако жители Никишина, это Донецкая область, возвращаются в родное село. Разгребают завалы, как могут, латают дыры в стенах, пытаются вернуться к нормальной жизни. Корреспондент программы «Настоящее время» на Донбассе Петр Шоломовский. За время конфликта на востоке Украины небольшое село Никишино Донецкой области из некогда процветающего шахтерского поселка превратилось в пепелище. Дома зияют черными провалами окон, в синее небо смотрят обгоревшие печные трубы. Но жители возвращаются в село. Они устали жить у знакомых и родственников, они хотят вернуться в свои дома. Ну, лето тепло, пока еще можно. А если зима подойдет, где жить? Топить нечем. Даже тем, чьи дома устояли во время обстрелов, приходится нелегко. Мародеры вынесли из брошенных в спешке домов все, что не сгорело в пламени пожара. Воровали, все тянули отсюда, кто кому что надо. Оно надо было, тряпки даже те, трусы детские попокрали. Бессовестные. Нечем крыть поврежденные крыши, нечем стеклить окна. Полностью разрушена местная школа, серьезно поврежден детский сад. Местная жительница Надежда вернулась домой со своими престарелыми родителями и обнаружила дом полностью разрушенным. Птички летают, кто-то тоже. Если не восстановить его до осенних дождей, то перезимовать в нем не получится. Дома стоят. Я в зиму ничего не сделаю. Дали 30 их шиферин. Остальные покупай сама. Что это такое? У меня дом какой. Я вынуждена в зиму уехать отсюда. Просто вынуждена. Медсестра Светлана объезжает пациентов на велосипеде. Она говорит об острой нехватке медикаментов и врачебной помощи. Скорая в Никишино не поедет, общественный транспорт не работает. Сейчас в городе очень сложно, тяжело. Пенсии плохо платят, а да, хоть хозяйство и все. Так что возвращаются, и молодежь возвращается. Здание поселкового совета выглядит так же, как и все дома здесь. Выбитые стекла, поврежденная крыша, трещины на стенах. Глава поселкового совета Раиса Ивановна рассказывает мне о том, что все больше людей возвращается в разрушенное Никишино. Наше село пострадало как никакой населенный пункт, будем даже так говорить, не то что в Шахтерском районе, но даже во всей Донецкой области. На момент военных действий в селе находилось всего 9 человек. Но уже в село возвращаются до 400 человек, в село вернулось. Многие из тех, с кем мне сегодня удалось поговорить, уверенно и с улыбкой говорят о том, что они остаются и будут восстанавливать свои разрушенные войной дома. Петр Шоломовский. Настоящее время. Другие темы. Российские юристы, журналисты, общественные деятели оспорят в Верховном суде указ президента Владимира Путина о признании военных потерь в мирное время гостайной. Инициативная группа считает, президент превысил свои полномочия, и теперь это противоречит закону о государственной тайне. Правозащитники уверены, указ отразится и на работе журналистов, освещающих конфликт в Украине. Государство в любой момент может решить, что публикуемая информация разглашает гостайну. Есть в указе и другой неоднозначный пункт. Родственники солдат, погибших во время проведения спецоперации, не получают информации об их гибели. Мы связались с инициатором иска, адвокатом Иваном Павловым. Сведения о потерях являются настолько социально значимой информацией, что они не могут быть засекречены. Так, в соответствии со статьей 7 Закона о государственной тайне, не могут быть засекречены сведения о чрезвычайных происшествиях. Мы считаем, что потеря любого солдата является чрезвычайным происшествием, и уверен, что родственники военнослужащих в этом вопросе с нами будут солидарны.
Указ, приравнивающий сведения о военных потерях в мирное время Гостайне, Владимир Путин, напомню, подписал в конце мая. Правозащитники указ связывают с гибелью российских солдат на Донбассе. Официально Москва продолжает отрицать, что кадровые военные России участвуют в боевых действиях в Украине. Соратники убитого политика Бориса Немцова и эксперты американской организации American Council представили в Европарламенте доклад об участии России в конфликте на востоке Украины. На заседании евродепутатов присутствовала и корреспондент программы «Настоящее время» Жанна Беспечук. Путь боевой машины пехоты из российского поселка Старая Станица в украинский Углегорск удалось отследить экспертам Atlantic Council. Авторы воспользовались данными спутников, геолокаций и видеоочевидцев. Мы использовали карты Google, доступные в интернете. Они показывают сотни воронок на территории Украины. Анализ этих воронок указывает на траекторию полета. Эти траектории соотносились с местоположением военных пусковых комплексов на территории России. И далее мы сопоставили этот анализ с видеозаписями запуска снарядов, снятыми местными жителями. Российские оппозиционеры представили евродепутатам англоязычную версию доклада Бориса Немцова «Путин. Война». Для многих депутатов Европарламента информация, озвученная в обоих докладах, оказалась новой. У многих просто, я думаю, исчезли какие-нибудь вопросы, каким образом все-таки участвуют российские военные в войне против Украины. По мнению присутствующих евродепутатов, главы государств Европейского Союза должны учесть данные таких докладов при решении вопроса о санкциях. Жанна Беспечук, Сабина Пухка для «Настоящего времени». В России новые войска, воздушно-космические силы. Они появляются в результате слияния ВВС и войск воздушно-космической обороны. Появление новых сил происходит на фоне заявлений Москвы о готовности отвечать НАТО и США. Все начинается с появления в западной прессе информации о том, что Белый дом и Пентагон готовы увеличить личный состав своего контингента на 5000 человек и направить тяжелую военную технику в страны Балтии и Восточной Европы, в том числе в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Румынию, Болгарию и, возможно, Венгрию. Конкретных решений в НАТО пока не принято, однако в Минобороны России уже предупреждают, Москве в этом случае ничего не останется, как оснастить свою ракетную базу в Калининграде комплексами «Искандер». Они могут нести ядерные боеголовки. Также речь идет об усилении авиационной группировки в Беларуси. Об этом заявляет Интерфаксу генерал армии Юрий Якубов. Что происходит? К чему может привести этот виток милитаризации границ? Об этом я говорил с политологом из Литвы Мариусом Лауринавичусом. И мой вопрос касался возможной реакции Москвы. Ведь если присутствие НАТО в Восточной Европе будет усилено, России ничего не останется, как в ответ наращивать свою группировку. И Кремль вновь будет обвинять НАТО в несоблюдении договоренностей о нерасширении альянса. Кремль сейчас путает причины с последствиями. Потому что НАТО, они предпринимают только ответные меры. Даже само решение о размещении этих складов на территории балтийских стран и других стран Восточной Европы, это полностью соответствует решениям саммита НАТО в Вельсе. Я напомню, что агрессия России, они начались даже не с началом войны на Украине, они начались с Грузии. Еще раньше они начались с истории бронзового солдата в Эстонии. И далее у нас эфир из Вашингтона. Что о возможной милитаризации границ говорят в Соединенных Штатах? Тему продолжат коллеги. Наташа. Да, Сергей, представители США высказываются в защиту возможного постоянного размещения тяжелых вооружений, оборудования и войск в странах Восточной Европы. Россия с раздражением реагирует на подобные заявления. Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны РФ предупредил, что Москва может предпринять ответные меры. Репортаж нашего корреспондента в Пентагоне Джеффа Селдена. Предложение США о размещении тяжелых вооружений в Польше и странах Балтии обрадовало союзников, которые ощущают себя на линии фронта. Мы знаем об этом решении, и мы его поддерживаем. Мы этого ждем. В Пентагоне настаивают, что пока окончательного решения принято не было, отмечая, что переброска любой военной техники в этот регион – часть старого плана повышения профессиональной подготовки армий союзников.
Координатор управления генеральных инспекторов Минобороны России генерал армии Юрий Якубов сказал Интерфаксу, что это будет самым агрессивным шагом Пентагона и НАТО со времени Холодной войны. И России ничего не останется, как наращивать свои силы и средства на западном стратегическом направлении. Белый дом также выступил с достаточно жестким комментарием. Мы подписали устав НАТО, где оговорено обеспечение безопасности наших союзников. Этот устав президент США намерен отстаивать. Украина может выиграть от этого решения, считает Энтони Корцман из Центра стратегических и международных исследований. Нужен сдерживающий фактор. Даже ограниченные меры со стороны США, символические меры, а не наращивание военной мощи, может послать России сигнал, которого может быть достаточно, чтобы остановить ее действия. Пока сдерживающих факторов для России нет, и поддерживаемые ею сепаратисты продолжают применять тяжелую артиллерию в Восточной Украине, где российские военные играют важную роль в управлении конфликтом. В Госдепартаменте отказывается комментировать обнародованную британской Sunday Times информацию о том, что российская и китайская разведки смогли расшифровать секретные документы о деятельности американских спецслужб, которые были похищены Эдвардом Сноуденом. По словам пресс-секретаря ведомства, позиция США по отношению к бывшему подрядчику Агентства национальной безопасности остается неизменной. Он должен вернуться на родину и предстать перед судом по обвинению в похищении и несанкционированном распространении секретных данных. Напомним, бежав из Америки, Сноуден остановился в Гонконге и позднее перебрался в Москву, где власти предоставили ему политическое убежище. Генри Риджвелл передает из Лондона. Среди материалов, переданных Сноуденом, детальная информация о деятельности западных разведок. Газета Sunday Times, ссылающаяся на источники в правительстве Великобритании, утверждает, что эти данные были расшифрованы китайской и российской спецслужбами. Это вынудило руководство британской разведки отозвать агентов, работающих под прикрытием, из, цитата, «враждебных государств». Обозреватель журнала «Экономист» Эдвард Лукас, автор книги о Сноудене, утверждает, что действия, направленные на предотвращение потенциальных угроз, возникших в результате этой утечки, предпринимались на протяжении последнего года. Как только Сноуден прибыл в Москву, были предприняты огромные усилия, чтобы минимизировать нанесенный им ущерб. Речь, в частности, идет о разведчиках, работающих под прикрытием, потому что это могло создать угрозу для всех, с кем они контактировали. Среди переданных Сноуденом данных были имена агентов британской Ми-6. Эта информация могла быть использована контрразведками. Власти стран, в которых работали эти агенты, неизбежно должны были проанализировать ситуацию и установить контакты этих агентов. Это могло привести к настоящим трагедиям и нанести серьезный ущерб. Дело в том, что для умелого контрразведчика достаточно узнать только имя иностранного агента. Сноуден поставил под угрозу жизни местных информантов и источников, говорит Малкольм Чалмерс из Королевского объединенного института оборонных исследований. Речь идет не столько об американских или британских разведчиках, работающих под дипломатическим прикрытием в других странах, сколько об их местных информантах. Если прикрытие раскрыто, очень многие люди окажутся в опасности. Власти Великобритании не отреагировали на публикацию Sunday Times, однако повторили, что действия Эдварда Сноудена нанесли огромный ущерб. В Международной федерации футбола продолжаются неприятности, связанные с коррупционным скандалом. Нобелевский центр мира в Осло решил прекратить сотрудничество с ФИФА до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Организации работали над совместной акцией рукопожатия ради мира. На прошлой неделе от сотрудничества с ФИФА отказалось также руководство Интерпола в рамках программы «Честность в спорте». Между тем, прокуратура США, которая ведет расследование дела о коррупции ФИФА, обнародовала подробности сделки, которая была заключена с бывшим вице-президентом организации Чаком Блейзером. Блейзер, который несколько лет тайно сотрудничал с ФБР, ему придется вернуть государству $2,5 миллиона неуплаченных ранее налогов. Напомним, что расследование коррупционных схем привело к аресту 5 бизнесменов и 9 высокопоставленных чиновников ФИФА, а также к отставке президента организации Зеппа Блаттера. Другая тема. Один из социальных механизмов, которые делают войну возможной, это демонизация противника, лишение его человеческого образа, превращение его в чужого. Абсурдность некоторых эпитетов, которые используются пропагандистами, вызывает усмешку, но в контексте войны многие шутки кажутся не смешными. Репортаж нашего корреспондента Даниэла Шерфа из нового киевского бара под названием «Каратель» о войне и границах хорошего вкуса. Слава нации! Так приветствуют посетителей бара «Каратель» в Киеве. Характер этого заведения – ирония с гастрономическим уклоном в адрес российской пропаганды, называющей революцию в Украине фашистским движением.
Основатель бара Евгений Васильев подчеркивает, что это место прежде всего должно с юмором напоминать о ситуации. Заменяя пропаганду абсурдом, мы хотим показать, что ничего кроме лжи в пропаганде нет. Заголовок меню на немецком языке гласит «Да здравствует хунта». Как известно, хунтой российские СМИ именуют правительство в Киеве. В меню предлагаются такие блюда, как Минское соглашение – селедка с картошкой. И несмотря на то, что названия некоторых блюд, например, «Ополченец-гриль», выходят за рамки хорошего тона, предприниматель Юлия считает, что концепция ресторана не является чем-то неуместным. Если идет война, это же не значит, что мы должны закрыться, сесть по норам и ждать чего-то плохого. По мнению политолога Владислава Гриневича, Россия возвращается к методам советской пропаганды. Тем не менее, подчеркивает он, обе стороны прибегают к оскорблениям, которые могут надолго затруднить восстановление мира. Когда мы снова помиримся, а это произойдет в какой-то момент, нам придется найти консенсус. И чем меньше болезненных ран мы нанесем друг другу, тем легче нам будет жить. Журналист Петр Померанцев, автор книги о кремлевской пропаганде «Все неправда и все возможно», отмечает, что хотя пародия может стать сильным оружием против пропаганды, она все чаще используется в совершенно иных целях. В тех странах, которые он называет неавторитарными государствами, а конкретно в России. Если присмотреться к кремлевской пропаганде, становится видно, насколько много в ней сатиры и насмешливой иронии. И понять, когда именно они иронизируют, невозможно. Все делается с такой саркастической улыбкой, так что я не думаю, что для конфликта юмор станет той самой серебряной пулей. По словам Померанцева, единственный способ эффективной борьбы с пропагандой – это борьба за доверие аудитории и возвращение в русло диалога, построенного на фактах. Общество и экономики расцветают, когда у них есть доступ к точной информации, говорит журналист. Те, кто живет в условиях полной дезинформации, своими руками копают себе могилы. Сегодня исполняется 90 лет легендарному детскому лагерю «Артек». За все эти годы лагерь превратился в один из самых крупных в мире комплексов детского отдыха. Тему продолжат коллеги в Праге. Так и есть, Наташа. В детском лагере российские власти сделали ремонт. Про «Артек» сняли фильм. Обновленный комплекс стал демонстрацией государственной идеологии. Что касается украинцев, после аннексии Крыма России, многие из них отказались от купленных ранее путевок, а десятки воспитателей лагеря решили переехать на материковую часть Украины. И вот пока «Артек» в Крыму продолжает работу, бывшие сотрудники детского комплекса основали еще один «Артек» под Киевом. Первых новоартековцев там встречала и наш корреспондент Ирина Любич. Вместо привычного морского побережья и гор здесь лес и озера. «Артек» продолжает свою работу под украинским флагом. Продолжаем традиции, продолжаем правила, продолжаем философию «Артека», что самое главное. Зажигать огонь «Артека» в сердцах детей будут более 50 воспитателей, которые ранее работали в лагере, но после крымских событий решили переехать на материк. На территории, кроме озера и пляжа, есть бассейн, спортплощадки и столовая. Кормить ребят будут 5 раз в день. В санатории есть лечебный корпус. По назначению врача дети будут посещать солевую комнату. А одевать артековцев будет та же фабрика, что и раньше. 11-летняя Ира с радостью примерила новую форму. С сегодняшнего дня она артековец. Первое впечатление положительное. Мне понравилось. Очень добрые соседки мне попались. Я уже с ними подружилась. Новые друзья для девочки давно не редкость. Уже почти год, как ее семья переехала из родного Свердловска Луганской области. Кроме Иры, в лагере несколько десятков детей-переселенцев. Первую смену генеральный директор «Артека» называет социальной. Большую часть путевок выкупили меценаты. Большинство детей – это переселенцы из зоны антитеррористической операции. Это также дети воинов, которые принимают участие в боевых действиях. «Артек», который остался на полуострове, тоже продолжает активно работать. В том, что оба лагеря со временем снова воссоединятся, никто из сотрудников не сомневается. В этом году Международный детский центр празднует свой 90-й юбилей. Артековцы говорят, уже знают, что загадают, задувая свечи на именинном торте. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. И теперь в Россию. Жители Хакасии, пострадавшие от пожаров в апреле этого года, все еще ждут обещанных новых домов. Несколько месяцев строительство практически не велось, не было финансирования. Деньги из федерального бюджета начали поступать только сейчас. Местные власти меняют подрядчиков и объявляют аврал. В одном из сгоревших поселков побывала и корреспондент «Радио Свобода» Валерия Остроумова.
Вот здесь мама жила, здесь сестра жила. Все. Ни одного домика нету. Каждый день приезжаем. Поплачем, поедем. Большая семья Чемакиных жила на одной улице в поселке Шира, в соседних домах. Так решили еще 20 лет назад, быть поближе друг к дружке. Отстроили дома и в одночасье их лишились. 12 апреля в Шира сгорело больше 400 домов. 5000 человек остались без крова. Мы вот уже сами забор загородили, чтобы посадить картошку, потому что помощи-то никакой нету. Кроме огорода уже как 2 месяца на месте пепелища ничего. Но Людмила Веселкова надеется, что строить все же начнут. Согласно документам, женщина может претендовать на новый дом. А вот у ее сестры Елены Сухаревой дела хуже. Ее сгоревший дом не был зарегистрирован. Впереди долгие судебные процессы. И таких, как Елена, в поселке Шира много. Никто никому ничего не строит. Люди все в судах. 300 заявлений в суды. Даже вот... Как начали 5 домиков по Октябрьской строить, до сих пор их строят и строят и строят. Сначала один подрядчик, второй подрядчик. Когда сказали, что здесь нужно погреба, септики, чтобы было, здесь скала, здесь надо долбить, здесь трактором не возьмешь. Все, они разворачиваются и уезжают. Поселок Шира в Хакасии пострадал от огня больше всего. Здесь нужно построить больше 400 домов. Но пока ширинцам хватит и пальцев на одной руке, чтобы посчитать, где в поселке возводятся новые стены. Чуть масштабнее выглядит стройка для ширинцев в новом микрорайоне Иткульский, что в пару километрах. Строители скромно кивают головой, что успеют к установленному президентом сроку. Но люди не верят. Какая вера? 456 домов до 1 сентября. Пока разрешение на строительство в Иткульском получено только на 15 домов. Сколько здесь должно появиться по итогу – вопрос, пожалуй, самый сложный. Все будет зависеть от решения судов. Кто докажет свое право на новый дом, а кто нет. Валерия Остроумова для Радио Свобода, Хакасия. И вновь время передавать слово коллегам в США. Новый поворот в деле о нашумевшем побеге заключенных из тюрьмы штата Нью-Йорк. Наташа, ждем от вас подробностей. Да, Сергей, 10-й день полиция ищет 2 рецидивистов, сбежавших из тюрьмы Клинтон Коррекшнл в городке Даннемора. Рассказывает Александр Панов. По обвинению в пособничестве в организации побега арестована Джойс Митчелл, тюремная портниха. Впрочем, из-за необходимости сменить адвоката, первое слушание в суде было очень коротким. Митчелл по данным обвинения дала заключенным необходимые для побега инструменты – стамеску, перфоратор, отвертку и так далее. Кроме того, сообщил прокурор округа Клинтон Эндрю Вайли, согласно первоначальному плану, она должна была бежать вместе с рецидивистами, отвезти их на машине в заранее намеченное место в 7 часах езды. Однако затем Митчелл испугалась и не появилась в условленном месте, и заключенные скрылись в неизвестном направлении вдвоем. По словам прокурора, ссылающегося на показания Митчелл, арестованной в минувшую пятницу, она раздумала бежать из любви к мужу и негативных последствий для него от ее поступка. Чтобы выйти под залог до решения суда, ей необходимо представить сумму в $220 тысяч, или вдвое меньше, но наличными. Как сообщают источники, близкие к следствию, Митчелл заявила полиции, что с одним из бежавших у нее сложились особые отношения. Сообщается, что в департамент по исполнению наказаний была направлена соответствующая жалоба. И хотя департамент не нашел подтверждений по существу жалобы, это не значит, что между служительницей тюрьмы и уголовником не было романа, отмечает прокурор Вайли. 48-летний Ричард Мэтт и 34-летний Дэвид Суэт, осужденные за убийство, сбежали из тюрьмы, которую за суровый режим прозвали «Малой Сибирью». Один преступник был осужден пожизненно, другой на срок 25 лет. Это первый побег из этого заведения за 150 лет. Утверждают, что без помощи служителей тюрьмы преступники не смогли бы бесшумно проделать лаз и бежать через вентиляционную отдушину, а затем и канализационную трубу. Все эти дни 800 полицейских безуспешно осматривали машины, прочесывали дороги и леса на площади почти 1000 акров. И хотя тюрьма находится всего в 150 километров от канадской границы, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо предположил, что беглецы укрылись в Мексике. Интернет и традиционные СМИ в Америке буквально кипят в последние дни в связи с историей белокожей защитницы прав чернокожего населения. Рэйчел Долезал в течение 20 лет выдавала себя за афроамериканку. Известный комик Джон Стюарт объявил, что эта история положила конец расизму.
Бывшая звезда баскетбола Карим Абдул-Джабар потребовал, чтобы Долизал дали право быть чернокожей в той степени, в какой она хочет. Но вот писательница-афроамериканка Яба Блей заявила журналу «Тайм», что она считает обман обидным, потому что, цитата, «у белой женщины есть возможность стать чернокожей, но мы, как чернокожие, не можем быть белыми. Почему черная кожа – это та категория, из которой так просто не выпрыгнешь?» Конец цитаты. Но это утверждение, пожалуй, мог бы оспорить покойный Майкл Джексон. Подробнее о героине скандала расскажет Ануша Витисян. В то время как ряд случаев полицейского насилия в отношении афроамериканцев вновь вызвал в США споры о расовой дискриминации, другой инцидент с главой Ассоциации афроамериканцев штата Вашингтон поднял не меньше деликатных вопросов. Если бы меня спросили, я бы без сомнений сказала: да, я чернокожая. Сторонница популярного движения «Жизнь чернокожих важна», 37-летняя Рэйчел Долизал в течение многих лет выдавала себя за афроамериканку. Преподаватель афроамериканской истории в университете штата Вашингтон и президент местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения идентифицировала себя в официальных документах при устройстве на работу как представительницу чернокожего населения, а своим братьям наказала никому не рассказывать об историях семьи. Она росла белой, и к ней всегда по-особому относились в нашей семье. То, что она делает сейчас, неэтично. Она медленно изменяла свою внешность. Сначала волосы, а потом ее загар становился все темнее и темнее. Вопрос о расовой принадлежности Рэйчел обсуждался и ранее. Однако в этот раз, когда женщина отказалась отвечать на вопрос корреспондента ABC о том, правда ли, что ее мать и отец белые американцы, сами родители решили рассказать журналистам правду. На этих фотографиях, которые Рутен и Ларри Долизал показали прессе, у поборницы прав чернокожих совершенно иная внешность. У нашей дочери немецкие и чешские корни. Она белая, европейского происхождения. Могла ли Рэйчел возглавить правозащитную организацию по содействию прогрессу цветного населения, будучи белой? Использовала ли она свой новый цвет кожи и придуманные ею истории о сложном детстве чернокожего подростка для того, чтобы продвигаться по карьерной лестнице? Или же новая внешность Рэйчел – лишь отражение ее душевного состояния? Сложно однозначно ответить на эти вопросы. Уильям Брукс, президент Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, объявив о добровольном увольнении Рэйчел с позиции президента отделения ассоциации в штате Вашингтон, добавил, что лидеры правозащитной организации не обеспокоены расовой принадлежностью ее сотрудников. Однако для них важно, чтобы сотрудники были честными. Рэйчел, в свою очередь, за короткий срок став звездой в социальных сетях, на официальной странице Facebook заявила, что, несмотря на свой уход из ассоциации и из университета, она будет продолжать бороться за права тех, кто становится жертвой полицейской жестокости, экономического неравенства и любой формы несправедливости. Ануша Витисян, «Настоящее время». И вновь передаем эфир Праге. Сергей? Ирландский рок-музыкант, лидер группы U2 и общественный деятель Боно выступил против нарушения прав человека в Азербайджане. Свою акцию он устроил во время концертов в канадском Монреале. На протяжении 3 дней, 12, 13 и 14 июня, а видео появилось только сегодня, Боно со сцены называл имена, как он выразился, 6 друзей, которые сидят за решеткой, и преступление их заключается в том, что они выражали свое мнение. Далее музыкант поименно перечислил журналистов и правозащитников. Хадиджу Исмайлову, Эмина Гусейнова, Лейлу Юнус, Расула Джафарова, Анар Мамедли, Интигама Алиева. При этом над сценой появлялись их портреты. Intigam, Anar, and Leila, sing a message of love from a city of love, Montreal, sing. Наша программа подошла к концу. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.